Собаки не едят, а вороны кушают. Дай, не хочет Барбос. За воронами бегает. Оп. Оп, набрал полную кормушечку. А собачки не хотят хлебушек. Вот вороны спокойно едят его. Ну что вы? Сами не хотите, дайте воронам тогда. Вороны боятся собак. Вот, смотри. Оп, 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 оп. Оп. Сейчас еще вот этому ворону дадим кусочек хлебушка. Не докинул. Они вот смотрят, вот тот ворон смотрит, что собака сейчас отойдет. Смотри, смотри, смотри. Оп, чпонс. Забрал его. Еще вороном кинем хлебушка. Оп. Сейчас этот Барбос понюхал, а ворон побежал. Ну, собаки, не хотите хлеб, не хотите. Я что сделаю? Значит, вы не голодные, да? Все. Так, ворон, убегай. Надо ехать. А Барбос, смотрите, сейчас я его поехал, он взял хлебушек. Ха-ха, ворона выгоняет. В стороночку так аккуратно отнес хлеб. А, типа он ждал еще что-нибудь. Но все равно он даже в камеру хлеб охраняет, но не ест. Оп, сел рядом с хлебом и сидит. Воронам не дает съесть хлебушек. Типа, проголодаюсь, позже сам съем. Так, нам с вами здесь направо. Слева никого, справа никого. Сашка у нас угнал. Я остановился буквально минут на 10. Чаечку попить. Они-то экипажами идут на ходу. Чай пьют. Что, захотелось чаю так сильно, что нет мочи. Остановился, быстренько попил чай. У нас тут с вами изменения. Если кто видит, вот, ремешок болтыхается. Ремешок болтыхается. Крыша, угол порвалась. Ну, потом на улице более точно покажу, расскажу все. Все, а так, поехали дальше. Сегодня хотелось бы до Нюрки добежать. Или, по-другому, если сказать, то до Нерюнгри. Ласково до Нюрки, по-правильному до Нерюнгри. Ну, блин, до нее еще как бы далековато. 200, 400, 600 до нее примерно, 700. Да, километров 700. Еще заправиться сегодня, заехать надо. Ну что, в путь дорожку помчались. Ну что, ребят, бушует. Что-то ветерочек у нас сильный идет на земле венков в Якутии. Сейчас поздоровались с шаманами. На обратном пути у нас ночью как-то, ну, страшно. Там Мишка ходит. Вкусняшки оставлять. На обратном пути остановимся. Впереди у нас сейчас перевал Лапри. Позади нас перевал... Ой, впереди Якут, позади нас Лапри. Перевалы. Сегодня как минимум хотим доехать. Там где-то сзади меня Сашка ползет. Как минимум хотим сегодня добраться до Чульмана. На стоянке, где дизель, магазин. Посмотрим. Сейчас главное нам пропрыгать Якута, и дальше более-менее спокойно пойдет сегодня дорожка. Но опять это минимум, да, до Чульмана. Так-то вообще, по идее, хоть и ночь уже. Что, время у нас 10 вечера. Если 6 дома, плюс 4, да, 10 вечера местного. Как раз где-то к 12 ночи в Чульмане будем. Хотелось бы до Тамота вообще в идеальном раскладе за ночь. Потому что ночью все равно попрохладнее, чем днем. Сейчас 23 градуса, а днем-то может все 18, 17 и 16 быть. Не айс, так скажем, погодка. Будем пробовать двигаться дальше.
здесь у нас повнимательней. У нас сейчас длинный спуск с левым поворотом. Там левый, правый поворот. Блин, реально надо камеру отдельную, потому что вот сейчас пойдут подъемы, надо двумя руками держать руль, а не одной. Так, здесь притормаживаем, конец спуска с левым поворотом. А вот, кстати, вопрос для знатоков. Вот КС-5, да, направо. Говорят, если здесь уйти направо, есть дорога, по которой можно вообще перевал Якут объехать. Так, вот ручей Якут у нас. Все, начинается, так скажем, перевал. Он длинный, подъемы, спуски идут, повороты. Блин, еще бы, конечно, не мешало бы наверх фары купить, поставить, чтобы света было побольше. Так, везде здесь смотрим в навигатор, переключаемся на механику, притормаживаем и на 10-ю. На 10-й пойдем сейчас. Еще чуть-чуть придется притормозить, потому что достаточно крутой вот этот у нас поворот. В декабре здесь такой хороший нежданчик стоял, прям ближе к концу поворота. Поворот с подъемом, вот здесь вот стоял КамАЗик, притерся вправо к бордюру, вот как раз в этом месте. И тут только вот по встречке можно было обойти. Все хорошо. Так, сейчас у нас с вами спуск. Там Мерседесик внизу стоит, в подъем не смог зайти. Как раз сейчас будет начинаться у нас Якут. Здесь можно пока не торопиться. Так, вот он. Сейчас спросим. Мерс, что стоишь? Спит, видать. Ну, раз все горит, все работает, мотор, значит, рыхтит. Татария, да, он не забрался. Он на цепях, все полностью стоит. А мы идем в разгон. Закручиваем мотор. Да, приходится здесь крутить мотор. Татарина не получилось в Якута зайти. Идем, что мы на 10-й, 70. И сразу еще на одну передачу будем крутить. В горах лучше крутить мотор, чтобы как бы мотору был, да, как бы крутишь, оборотов много, но, блин, мотору легче машину тянуть вверх. Ну и также надо ее чувствовать, повторюсь, да, педалькой газа играть, не давать пробуксовочки ей ни в коем случае. Потому что если, блин, а мы что, механику не включили, вот мы вот и потеряли чуть-чуть скорости. Забыл механику включить, чтобы она не переключалась сама. И переключалась только по моей просьбе, так скажем. Вверх в подъем залезем и подождем пару минут. Там где-то у нас Сашка сзади идет. Так, здесь можно у нас на 9-ю, потому что уже почти до 2000 она раскатилась. Что-то уже где-то ближе к концу подъема. Блин, вот ну не хватает света. Вот был бы верхний свет еще, чтобы дальше светил, было бы лучше. Надо балку купить, только не вот эту дешевую за 4 тысячи, а более-менее хорошую, чтобы светило как бы поприятней. Обратно на 8-ю, потому что на 9-й начала себя затягивать. На улице еще не так уж и холодно, всего лишь 24 градуса. Если было бы побольше градусов, было бы как бы не то что поприятнее, да, так скажем, а меньше переживаний, потому что чем сильнее мороз, тем лучше снежная дорога бежится. В том году, мне помнится, вот, кстати, ролику уже вот как раз и год, от мороза лопаются колеса.
Это в том году в Томоти, как раз так же числа 18-го, по-моему, снимался этот ролик. А в этом году в Якутии тепло. Ну как тепло? Я смотрел погоду. Там что-то сначала вообще 28 на вторник обещали. Сейчас где-то 32-33. В 2 раза теплее, чем в прошлом году. Сейчас заберемся. Здесь слева у нас пятачок будет. Сейчас, может, Саньку докричимся. Саня, Вольво в канале? Да, поднимаюсь. Все нормально? Пока, да. Принял, на какой передаче бежишь? На 8-й. Ну я тоже 8-я, 9-я между ними переходил. Но я все на вершине. Вот, и мы наверху. Включаем обратно автомат. И сейчас потихонечку поедем. Можно и не ждать парней. Че, вас ждать на вершине или нормально все? Не, идем. Подходим к вершине. Все, принял, идем дальше. Все, взаимопомощь. Все хорошо, замечательно. Бежим дальше. С шаманами мы на стеле поздоровались. Еще раз скажу, да? Вкусняшки положим на обратном пути. Вкусняшки у нас уже куплены, лежат там. Потому что сейчас, ну, ночью, как, так скажем, культурно выражаясь, дискомфортно, некомфортно. Если выражаясь сленгом, стрёмно, страшно, очково. Что-то примерно вот так вот. Ну, короче, некомфортно выходить на улицу. Вдруг реально подойдет Потапыч какой. Ну вон все, фары вижу. Подойдет Потапыч, по плечу похлопает, скажет: вкусняшки отдай мне. Вот это будет, да, вот это будет контент, это будет экстрим. Я вперед с машины, наверное, в Якутабы забежал в тот момент. Ну что, ладненько. Скачем дальше. Ну что, дорогие мои зрители, время у нас 1:30 ночи местного дома, как всегда. 9:30. Сзади у нас перевал Чульман, еще много всяких разных перевалов. Нерюнгри. О, правильно сказал, Нерюнгри. А не то вдруг сейчас опять бы неправильно назвал бы Нюрюнгри. Все, трындец. Снова бы исправляли. Да, согласен, была ошибка такая, сказана неправильно. Впереди у нас Тит. Ой, да, перевал Тит. Уже буквально где-то рядышком должен быть. Километров там тут эдак, может, 5-10 до него осталось. О, опять что-то ветерочек поднимается. Вроде только что по Хатыми проезжали по большому. Тишина да благодать была. А тут вон видно. Дует. Ремонтные работы. Едем на зиму, они тут их прекратили. Не знаю, насколько это правда, нет. Раньше же хотели начинать срезать перевал Тит, чтобы он меньше был. Но передумали, решили как бы дорогу перед Титом поднимать. Блин, обстановочка, конечно, в плане того, что видимость не идеальная идет у нас тут. Решили не срезать его, а дорогу поднимать. То есть первую часть, так скажем, да, приподнять, где вот до плоскогорья идет. Я неправильно, конечно, скорее всего, выражаюсь. Это не плоскогорье, маленькая равнинка на горе, да. Блин, даже не видно, когда и где он начнется, чтобы переключаться. Тошка что-то пикает у нас. Блин, извините за бряк. Кофеварочка набрякивает. Но тут даже невозможно ехать медленней. Поедешь медленно, можешь и не забраться, не зайти. Перевал не забраться.
без энтузиазма, все равно стараемся помедленнее. Все, вот вижу, ага, очертания начала. Так, тут у нас где-то с вами, это нормально, тут уже, и кочки, все равно, кочки, блин, притормозили, 2 передачи вниз, начинаем подъем 40. Вот тут вот сделали, блин, вроде можешь 65-70 идти. Тут такие кочерыги. Ну ладно, надеюсь, у нас все получится. И мы заберемся. Как бы вот эту часть горы не срезают, а наращивают, так скажем. Дорогу делают выше, чтобы раньше началась. Не такой крутой подъем был. А почему, говорят, не стали срезать? Потому что уран в этой горе существует. Не знаю, насколько это правда. Ну так, по рации ехали, болтали. Как бы говорят, что здесь близко к почве, к поверхности залегает уран. Из-за этого как бы передумали срезать. Нифига тут снега начистили. Представьте, сколько нападало. А здесь снега его нагребли справа. Слева как бы, смотрите, да, нету толком ничего. Ну и тут обрыв слева. Но также и справа обрыв, но справа, блин, если вот так смотреть, ну, блин, почти поверх стекол боковых. Так, вот мы до серединки почти добрались. Да, вот она серединка, вот я имеется в виду вот этот участок, где вот сейчас машина начнет даже разгоняться, называю плоскогорьем. То есть это более равнина, то есть также идет подъем, но он уже более пологий. И вот машинка спокойно разгоняется в таком моменте. И потом снова вверх пойдем сейчас. Так, метет, ночь, не видать. Нифига, Санька где-то сзади потерялся. Сейчас наверх заберемся. Так, обратно. Переключимся. Приходится немножко крутить мотор. По большому радиусу идем. Тут чуть-чуть сбавляем. Вот здесь мы забуксовали. Ну ничего страшного, идем спокойно, смело буксуем. Ну ничего, все. И здесь уже она спокойно, а тут разгон берет. Блин, я там Сашку не вижу, нифига. Сейчас на горе встанем, подождем его, где он потерялся. Пока ждем, нальем себе водички. Крикнем его в рацию: Саня, Саня, в канале? Не слышно его. Так, ёшки, где здесь, куда? Надо дождаться того момента, все равно верхушка. Все, о, вот здесь уже начало, так скажем, спуска. Здесь остановимся. О, ничего себе. Внизу у нас было по градусам 23, а наверху уже у нас здесь хорошенечко. Пока ждем Саньку, когда он приедет. Ой, извините, что куда-то в штору я вас запихал. Нальем себе водички по дороге попить. Пока ждем Сашку. Все-таки приняли решение ехать до Томота, потому что завтра снега обещают. Решили все-таки до Томота часа в 4 утра приедем, спокойно поспим, отоспимся. И дальше, и завтра дальше пойдем. Оп, все. Где Санька-то? Он же ехал за мной полностью. Куда пропал? Сейчас подождем пару минут, должен появиться. Я не думаю, что он на сильно большое расстояние от меня где-то оторвался, я, так сказать, от него. Сань, принимаешь? Нет? Плохо, где нету сотовой связи. Не позвонить, не спросить. Ух ты, жирафик упал. Наш напарник. Как назовем напарника? А? Давайте, придумывайте ему название, потом вот так вот его на скотч приклеим сюда.
Где у нас Сана? Саня! Всем привет. Ладно, что, будем ждать? Да дальше трогаться, когда приедет.